Здравствуйте, уважаемые родители, коллеги! Вас приветствует коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная школа детский сад номер 1 города Воркуты. Мы являемся сотрудниками Республиканского консультационного центра и готовы провести бесплатную консультацию для родителей детей дошкольного возраста. Консультации могут быть как очные, так и дистанционные, по телефону или по электронной почте. По любому интересующему вас вопросу наши коллеги, наши специалисты проведут для вас бесплатную консультацию. И сегодня, уважаемые слушатели, мы предлагаем вам рассмотреть очень важные вопросы о том, как помочь ребенку в детском саду при расставании. Ведь больше всего и родители, и малыши расстраиваются при расставании. Как нужно организовать утро, чтобы день и у мамы, и у малыша прошел спокойно? На что обратить внимание в первые дни пребывания ребенка в детском саду, в том числе и после длительных летних каникул? А ведь помощь нужна и маме. Когда идет речь об адаптации ребенка к детскому саду, очень много говорят о том, как трудно малышу и какая помощь ему нужна. Но за кадром остается ведь очень важный человек, мама, которая находится в не меньшем стрессе и переживаниях. Поступление ребенка раннего и младшего дошкольного возраста в детский сад связано со стрессовой ситуацией для его нервной системы, необходимостью приспособления к новым, меняющимся условиям жизни, и поэтому требует повышенного внимания родителей, педагогов, психологов и медицинских работников. Ранний возраст – это возраст от 1 года до 3 лет. В это время происходят важнейшие изменения в психическом развитии детей. Формируется мышление, активно развивается двигательная сфера, появляются первые устойчивые качества личности. Ранний возраст – период быстрого формирования всех свойственных человеку психофизических процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое воспитание детей раннего возраста является важным условием их полноценного развития. Развитие в раннем возрасте происходит на таком неблагоприятном фоне, как повышенная ранимость организма и низкая его сопротивляемость к заболеваниям. Каждое перенесенное заболевание отрицательно сказывается на общем развитии детей. Поэтому в период адаптации к детскому саду очень важно осознать и создавать благоприятные условия для комфортного пребывания ребенка в детском саду. Поступление ребенка в дошкольную образовательную организацию вызывает, как правило, серьезную тревогу взрослых. Ребенок в семье привыкает к определенному режиму, к способу кормления, укладывания. У него формируются определенные взаимоотношения с родителями, привязанность к ним. От того, как пройдет привыкание ребенка к новому распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее развитие ребенка и благополучное существование как в детском саду, так и дома в семье. И поэтому так актуальна сегодняшняя тема сотрудничества воспитателей и родителей в период адаптации ребенка к дошкольно-образовательной организации с учетом психологических особенностей детей в данной возрастной категории. Если воспитатели и родители объединят свои усилия и обеспечат ребенку защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, то это будет залогом оптимального течения адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. Существует несколько направлений психолого-педагогической работы по сопровождению адаптации ребенка к детскому саду. В первую очередь, это просвещение семьи на этапе подготовки к посещению дошкольной образовательной организации. Родители информируют о том, какие факторы влияют на адаптацию, как меняется поведение ребенка в состоянии стресса и напряжения, как можно поддержать, утешить и успокоить его,
особенно в моменты утреннего расставания в группе детского сада. Как в семье можно подготовить малыша к посещению дошкольной группы, как развивать самостоятельность, игровые и коммуникативные навыки, расширить социальные контакты и так далее. Родителям могут предложить заранее познакомиться с территорией детского сада, например, во время прогулки с ребенком. Вместе с малышом рассмотрите здание детского сада, понаблюдайте за детьми во время прогулки на площадке. Обратите внимание малыша на то, как все вместе играют, и им весело. А на вечерней прогулке покажите ребенку, что родители всегда приходят за своими детьми домой и забирают их домой. На сайте каждой образовательной организации можно познакомиться с рекомендациями о том, как облегчить адаптацию ребенка к детскому саду. Специалисты и педагоги дошкольной образовательной организации наблюдают за проявлением адаптационных возможностей ребенка, начиная с первого дня поступления его в детский сад. Это общий эмоциональный фон, уровень и характер познавательной и поведенческой активности, интенсивность и гибкость реакции привыкания, проявление инициативности и взаимоотношения с детьми, контактирование со взрослыми. На основе наблюдений педагоги выделяют тех детей, которым требуются особые психолого-педагогические условия. Также обращают внимание на воспитанников тихо плачущих, безучастных, постоянно прижимающих к себе любимую игрушку и, на первый взгляд, не причиняющих дискомфорта другим детям и воспитателям. Выстраивание гибкого графика приема детей с постепенным увеличением времени пребывания в группе детского сада. Организация деятельности, направленная на формирование позитивных, эмоционально активных и деловых контактов взрослого с ребенком и с детьми. Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада. На основании результатов наблюдений совместно со специалистами дошкольной образовательной организации составляется программа психолого-педагогического сопровождения адаптации детей, испытывающих трудности включения в новую действительность. Она содержит описание игр, приемов и технологий по налаживанию общения взрослого с ребенком, снятию эмоционального напряжения, развитию игровых навыков, познавательной активности и тому подобное. Чаще вопросы адаптации актуальны, когда дети массово приходят в детский сад, в младшую группу, но проблемы привыкания могут возникнуть и в других ситуациях. После длительного перерыва, например, после летнего отдыха детей или долгой болезни, смены группы или детского сада, поступление в более старшем возрасте впервые в дошкольную образовательную организацию. Одной из важнейших задач для педагога является знакомство и включение ребенка, а также его семьи в коллектив сверстников и взрослых. Например, в подготовительной к школе группе детского сада появляются новые дети. Они попадают в детское сообщество с уже установившимися игровыми объединениями, дружескими взаимоотношениями. Поэтому требуется особое внимание педагога к таким детям, помощь, содействие и сопровождение в построении отношений со сверстниками в разных видах деятельности и прежде всего в играх. Воспитателю необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности нового члена группы, ведущие задачи развития и значимые интересы возрастного периода. Включение родителей вновь поступившего ребенка может реализовываться, например, через приглашение к участию в семейных творческих приемах, в процессе которого осуществляется активное взаимодействие с другими детьми. Уважаемые слушатели, я предоставляю слово педагогу-психологу нашему учреждению Санцовой Альбине Ивановне, которая более подробно остановится на вопросах адаптации и как с этим бороться и родителям, и детям. Альбина Ивановна, здравствуйте.
Итак, ваш ребенок ходит в детский сад, и вы стали замечать, что он как-то изменился. Как же понять, что ребенок находится в стрессе? Давайте вместе разберемся. Стресс– это не специфический ответ организма на любые предъявленные ему требования. Это реакция нервной системы на разнообразные физические, психические и эмоциональные раздражители. Сам по себе стресс важен с точки зрения эволюции и выживания человека. Но не стоит путать такой вид стресса с хроническим, который может стать первой причиной ряда физических и психических заболеваний. Мы привыкли, что стресс – это явление взрослого мира. Но сейчас в состоянии постоянного давления могут подвергаться и дети. Иногда симптомы стресса бывают маловыраженными, поэтому важно быть внимательными по отношению к своему ребенку, чтобы не допустить хронический стресс. Давайте будем разбираться, как помочь детям, которые уже подверглись стрессу. Стресс проявляет себя не сразу, а состоит из нескольких стадий, которые проявляются по нарастающей. Первая стадия – это первичная тревога. На этой стадии дети часто замыкаются в себе, испытывают непривычную тоску и беспокойство. Физические изменения еще не затрагивают ребенка, но проявляется недоверие к окружающему миру. Вторая стадия – это период сопротивления. В это время психика ребенка сопротивляется пережитому стрессу и пытается вытеснить воспоминания о плохом событии, что сопровождается чувством постоянной усталости. Третья стадия – это истощение. Моральное истощение от стресса переходит на физическое. Агрессия или апатия вызваны тем, что нервная система перестает контролировать эмоции. В каждой стадии характерно все более угнетенное эмоциональное состояние, а затянувшийся стресс может стать в конечном счете, затянувшийся стресс может перейти в депрессию. Какие же причины? Давайте рассмотрим. Это могут быть переезды, расставание с близкими людьми, может быть развод родителей, невнимание со стороны родителей, постоянные укоры, резкая смена режима дня и распорядка, увлечение агрессивными компьютерными играми, нехватка важных витаминов и микроэлементов. Это может определиться лечащим врачом на основании ряда анализов. Стресс может даже возникнуть у детей до года. Для его причины достаточно смены питания, выхода мамы на работу, похода в ясли, в детский сад, появления в семье нового человека, может быть няня, сильный испуг или длительная болезнь, а также внутрисемейные причины, такие как ссоры родителей. Как же мы можем узнать? Очень важно распознавать стресс на ранних этапах и не игнорировать его признаки. Стресс у детей может вызвать ряд симптомов. Это частая смена настроения, агрессия, нарушение режима сна, НРС, впадание в детство. Ребенок старшего дошкольного возраста может начать себя вести как младенец, сосать палец, есть с ложечки только при помощи родителей. Также могут быть частые головные боли или боли в животе и другой физический дискомфорт, пониженная концентрация внимания, замкнутость, отказ от общения, кошмарные сны и фобии, стремление все контролировать, а также побег от реальности. Избегание встреч с неприятными людьми и ситуациями, симулирование болезней на этом фоне. У малышей к этим опасным признакам можно добавить вредные привычки: сосание пальца, грызть ногти, беспричинное ковыряние в носу и так далее. У ребят постарше это часто неадекватная агрессивная реакция. Как же влияет стресс на ребенка? Под влиянием стресса в 4 раза увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, обостряются различные хронические заболевания, ухудшается самоконтроль, память и внимание.
Хронический стресс в детском возрасте может спровоцировать ряд различных психических заболеваний во взрослом возрасте. Ведь большинство расстройств у взрослых людей связаны с детскими фобиями и психологическими травмами. Психологически устойчивые дети готовы к вызовам, которые им ежедневно преподносит жизнь. Только они способны эффективно решать проблемы, полноценно восстанавливаться после неудач и компетентно справляться с трудностями. Психологически устойчивые дети не действуют жестко и не подавляют свои эмоции. Что же могут делать родители? Первое – это учите конкретным навыкам. Дисциплина не должна заключаться в наказании, она должна заключаться в обучении. Позвольте ребенку получать важные жизненные уроки, совершая собственные ошибки. Предотвращайте негативное мышление. Дети не могут чувствовать себя психологически устойчивыми, если занимаются самоуничижением. Помогайте ребенку встретиться со своими страхами. Если ваш ребенок избегает делать то, что считает страшным, то он никогда не получит уверенность в своей способности справляться со стрессом. Если, например, он боится темноты или опасается попробовать что-то новое, помогайте ему мужественно преодолевать свои страхи. Только тогда, когда дети успешно справляются со своими страхами, они способны выходить за пределы своей зоны комфорта и становиться еще сильнее. Хотя желание прийти на помощь ребенку в тот момент, когда он испытывает трудности, вполне естественно для родителей, спасение от всех бед только укрепит в ребенке его чувство беспомощности. Дети развиваются тогда, когда учатся справляться со своими эмоциями. Учите ребенка навыкам управления эмоциями. Развитие психологической устойчивости требует четкого осознания детьми своих эмоций. Не нужно подавлять свои чувства, но необходимо выбирать здоровые способы управления ими. Учите ребенка справляться с неприятными эмоциями, такими как гнев, печаль, страх. Когда дети понимают собственные чувства и знают, как поступать с ними, они становятся лучше подготовленными к решению проблем. А также демонстрируйте сами свою психологическую устойчивость. Лучший способ побудить ребенка к развитию психологической устойчивости – это демонстрировать ему свою собственную психологическую устойчивость, а не только рассказывать о ней. Говорите о собственных личных целях и показывайте ребенку, что вы принимаете меры сами, чтобы становиться сильнее. Как же справиться со стрессом ребенку? Самостоятельно справиться со стрессом ребенок не сможет. Помощь родителей и специалистов является обязательной. Лечение бывает разнообразным, в зависимости от состояния ребенка и возможностей родителей. Самое первое – это могут помочь сами родители. Нужно начать с того, чтобы отследить и устранить источник стресса. Станьте опорой для своего ребенка. Дайте ему уверенность, что поддержите его в любых ситуациях. Разрешайте ему выплескивать свои эмоции. Обсуждайте вместе с ним его переживания, а также поднимайте его самооценку. С маленькими детьми прорабатывайте стрессовые ситуации через игру. Можно обратиться к терапевту. Если родители устранили все стрессовые источники, но ребенок уже находится в точке невозврата, следует обратиться к своему лечащему врачу, который даст направление на различные обследования организма и, скорее всего, направит к невропатологу или психологу. Если вы дошли до психотерапии, то не следует переживать. Психолог и даже детский психиатр не поставят крест на будущем вашего ребенка, а только помогут ему выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями для здоровья. Помощь психиатра – это не обязательно медикаментозное лечение. В любом случае будет рекомендован новый режим дня, который станет профилактикой для дальнейших стрессов. В качестве поддерживающих процедур могут назначать и физиотерапию. Это массаж,
плавание, принятие лечебных ванн и диетического питания. Очень важно развивать стрессоустойчивость, и лучшей профилактикой является регулярный отдых, здоровый режим и занятия физической культурой. Необходимо соблюдать гигиену сна. Пусть ребенок ложится и просыпается в одно и то же время. Ложиться спать нужно в спокойном состоянии. И спать достаточное количество часов. Перед сном можно принять прохладный или теплый душ, чтобы расслабить тело. Не читать и не играть в кровати, особенно перед сном. Ограничить компьютерные игры и физические упражнения. Но до вечера разрешите детям напрыгаться. Одна из важнейших составляющих – это физическая активность. Она помогает детям повысить стрессоустойчивость и снимает излишнее эмоциональное напряжение. Постарайтесь, чтобы различные тренировки присутствовали в жизни ребенка хотя бы 3 раза в неделю по 30-40 минут. Вариантов может быть масса. Самые популярные и доступные – это прогулки на свежем воздухе, плавание в бассейне, катание на велосипеде, танцы и так далее. Сейчас становятся популярными занятия йогой для детей, которые также могут укрепить опорно-связочный аппарат. Самое главное – делать занятия регулярными. Еще одна составляющая профилактика стресса – это сбалансированное питание, в котором присутствуют все необходимые витамины и микроэлементы. Чтобы ребенок не фокусировался на плохих событиях в прошлом и не тревожился за будущее, важно научить его ощущать себя здесь и сейчас, в настоящем. Время от времени можно ребенку задавать вопрос: где ты сейчас? Что же может сказать ребенок? Я здесь. Можно объяснять ребенку, что ты видишь, что ты чувствуешь, какие у тебя запахи, какие звуки ты слышишь. И ребенок может сказать: я здесь, сижу на кухне за столом, вижу маму, приятно пахнет только что приготовленным пирогом, и я рассматриваю книжку, а с улицы доносится музыка. Также можно использовать арт-терапию, коррекцию детского стресса. Можно спрашивать у детей, как прошел твой день, какой краской, каким цветом краски можно его окрасить, какое у тебя было настроение в течение дня, а что лучше произошло сегодня. И поблагодарить кого-то за что-то. За что ты можешь поблагодарить, например, маму или папу, а может быть своих одногруппников. Также можно использовать и телесные практики, например, массаж. Если вдруг ваш ребенок из-за стресса боится тактильного контакта, то можно поиграть в дождик. Сначала слегка стучите своими пальцами по его ладошкам. Затем переходите на плечи, на голову, спину. Ваш дождик должен быть разной силы, то сильнее, то слабее. Можно также играть и другие тактильные игры. Обнимашки – обязательное условие в течение дня. Кривляние перед зеркалом, дыхание и методы другие расслабления, а также нейро-йога. Можно также использовать отпустить стресс. Например, зачастую отрицательный опыт так глубоко западает в душу, что его сложно забыть. Он как будто цепляется за наши мысли и не желает уходить в прошлое. Ну, например, давайте отпустим стресс в небо. Можно предложить ребенку надуть шар и представить, что в него, внутри шарика, собрались все негативные мысли и все плохое, что происходило с ним. Завязать шарик и отпустить в небо. Или можно отпустить стресс по течению. Ребенок мастерит корабль, собирает все негативные мысли и с легким сердцем отпускает свою поделку по течению. Главное – делать это с осознанной радостью. Также можно собрать гирлянду дружбы. У каждого ребенка свой темперамент и характер. Бывает, что ему не хочется общаться. Помогите ему пережить неприятные события. Пусть ребенок вырежет из бумаги маленьких человечков. Каждому нарисует глаза, рот, даст имена.
а затем склеить таким образом, что как будто бы они держатся за руки. И таким образом получится гирлянда дружбы. И ребенок поймет, что он не одинок. Также можно использовать следующую технику. Нарисуй свою злость. Она как раз помогает выплескивать свои отрицательные эмоции. Нужно сказать ребенку: нарисуй на листе бумаги событие или человека, на которого ты когда-либо рассердился. И пока ребенок рисует, можно задать следующие вопросы. Скажи мне, какого цвета твоя злость? Она может быть красная или черная? А какой запах? Наверняка она плохо пахнет. А какой вкус у твоей злости? Она может быть горькая или противная. А какой размер? На что она похожа? Она может быть на шипы похожа, колючки. А какая она на ощупь? Может быть жесткая, твердая, холодная, а на слух громкая, визжащая. После этого предлагается ребенку помять этот лист и сложить из него какую-либо конструкцию, склеив это на другом листке и раскрасить так, как ему захочется. А затем спросить: изменилось ли твое состояние, когда ты полностью прорисовал свой рисунок? Проделав это упражнение, ребенок преобразовал свою злость во что-то новое. И закончить свое выступление мне хотелось бы высказыванием Эрнеста Легуве. Цель воспитания – научить наших детей обходиться без нас, взрослых. Спасибо большое, Людмила Ивановна. Уважаемые слушатели, мы очень надеемся, что бесценные советы нашего педагога-психолога вам помогут благополучно пережить стресс и вам, и вашему малышу. А я приглашаю к нашему диалогу учителя-логопеда нашего учреждения Тихонову Татьяну Григорьевну. Доброе утро, Татьяна Григорьевна. Доброе утро. Я приветствую всех слушателей нашего вебинара и хочу поблагодарить Альбину Ивановну за такое хорошее содержательное сообщение. Действительно, так много мы говорим о детях. Мой многолетний опыт работы в детском саду показывает, что первые дни ребенка в детском саду любому ребенку даются нелегко. Кто-то осваивается быстрее, кому-то потребуется чуть больше времени, кто-то еще дольше. В конце концов, привыкают все. В первые дни пребывания ребенка в детском саду мама малыша испытывает невероятные переживания. Если мамочка сильно переживает, винит себя, заранее убеждена в том, что ничего хорошего в первые дни в детском саду не произойдет, то, конечно, ничего хорошего и не выйдет. И ее ожидание тут же подхватывается малышом, и это все обязательно переживается малышом. Эмоциональное состояние матери и ребенка очень тесно связаны, поэтому мамочке стоит смотреть на поход в сад как новый этап познания жизни, приобретения новых знаний, опыта и навыков. Если родители будут позитивно настроены на садик, то ребенок это почувствует и очень скоро заразится вашим оптимизмом, ведь входить в новый коллектив трудно не только малышам, а порой и нам, взрослым. Когда речь идет об адаптации ребенка к детскому саду, практически все говорят только о том, как трудно ребенку, как ему надо помочь. И при этом забывают о самом важном члене семьи, о маме. А ведь она испытывает невероятные переживания. Мама находится в таком же стрессе, как и ребенок. Она остро нуждается в помощи и почти никогда ее не получает. Часто мама не понимает, что с ними происходит, и пытается игнорировать свои эмоции, но это напрасно. Вы имеете право на свои чувства, и в данном случае они являются естественными. Поступление в сад – это момент отделения ребенка от мамы, и это большое испытание для обоих. У мамы тоже рвется сердце, когда малыш видит, как мама переживает. В то же время он может заплакать только при одном упоминании, что завтра надо идти в детский сад. Что же делать? Чем помочь? Есть несколько советов. И первое – это будь уверены, что посещение детского сада действительно необходимо, но ведь надо же маме идти на работу. Чем меньше у мамы сомнений в целесообразности сада, чем больше уверенности, что ребенок рано или поздно обязательно справится, малыш, реагируя на эту уверенную позицию мамы, адаптируется гораздо быстрее. Еще очень важно поверить, что малыш на самом деле не слабое звено. Адаптационная система ребенка достаточно сильна, чтобы испытание выдержать, даже если слезы текут рекой. Парадоксально, но факт. Хорошо, что плохо плачет. Поверьте, для него это настоящее горе, ведь он расстается с самым главным человеком в жизни, с мамой. Он пока не знает, что вы обязательно придете. Еще не установился режим.
Но вы-то знаете, что происходит, и уверен в том, что вы заберете малыша из детского сада. Хуже, когда ребенок настолько зажат тисками стресса, что не может даже плакать. Ведь плач – это помощник нервной системы, он не дает ей перегружаться. Поэтому не бойтесь детского плача, не сердитесь, если ребенок хнычет. Конечно, детские слезы заставляют вас, взрослых, переживать, но и вы с этим обязательно справитесь. Еще один совет. Воспользуйтесь помощью. Допустим, в нашем детском саду есть педагог-психолог, и к которому всегда можно подойти за консультацией или просто поговорить о том, что вас больше всего волнует. Иногда мамам очень важно знать, что ребенок сразу после ее ухода успокаивается. И такую информацию могут дать и воспитатели, и психолог, который наблюдает за малышами в период адаптации. Очень важный совет – заручиться поддержкой. Не забывайте, вокруг вас находятся такие же мамы, которые переживают те же чувства в этот период. Поддерживайте друг друга, узнавайте какие-то делитесь своей информацией. Вместе радуйтесь вашими успехами. И очень важный момент. Необходимо иметь пути отступления. Допустим, надо иметь бабушку, няню или подругу. Возможно, индивидуальные возможности вашего ребенка говорят о том, что он еще недостаточно готов к поступлению в детского сада, и надо немного повременить. И здесь мама должна быть уверена в том, что у нее есть такой тыл. Если этого не будет, то она будет чувствовать себя очень нехорошо. Это непременно передается малышу. Для того, чтобы облегчить процесс привыкания ребенка к новым условиям, необходимо наладить важный момент – контакт с воспитателем. Теперь он остается за мамой. Стоит посоветоваться с воспитателем о режиме посещения детского сада в первые дни. Педагог с его опытом быстрее определит время посещения именно для вашего ребенка, и это, как всегда, индивидуально. Если педагог не против, мамочке можно прийти в детский сад и побыть в группе и понаблюдать за тем, как дети играют. Таким образом, ребенок быстрее расслабится, да и маме хорошо. Также есть возможность легче преодолевать при нахождении в детском саду каких-то вопросов. Очень хорошо делать вхождение постепенно, уже говорили, но я повторюсь. Первые 2 недели, час-полтора, это был бы идеальный вариант. Затем 2 недели только до обеда, а затем продлевать. Это было бы идеально, если получится. Чем постепеннее входит ребенок в новую обстановку, тем лучше его психоэмоциональное состояние. Малыш в первые годы очень сильно привязан к маме, поэтому момент расставания для него очень тяжелый. Если есть такая возможность, то лучше бы, конечно, если бы приводил ребенка какой-нибудь родственник, ну, например, папа, бабушка, дедушка. В любом случае, даже когда они приводят ребенка в детский сад, не стоит затягивать момент прощания, превращать это в трагедию какую-то, сцену трагедии. Действовать нужно деловито и уверенно, сказав ребенку, что вам сейчас надо уйти, и обязательно заберете его после детского сада, например, после сна. Как помочь ребенку при расставании? Больше всего слез, конечно же, при расставании. Как можно организовать утро, чтобы день у мамы, день у малыша прошли спокойно? Как же помочь при расставании? Главное правило таково. Спокойно мама, спокойно малыш. Он считывает вашу неуверенность и еще больше расстраивается. И дома, и в саду говорите с малышом спокойно и уверенно. Проявляйте доброжелательную настойчивость при пробуждении, одевании и в саду при раздевании. Разговаривайте с ребенком не слишком громко, но уверенным голосом, озвучивая все, что происходит. Иногда хорошим помощником при пробуждении в сборах является та самая игрушка, которую ребенок хочет забрать с собой в детский сад. Видя, как зайчик так хочет в детский сад, ребенок заражается этим оптимизмом и тоже хочет идти туда. Пусть малыша окружит тот родитель или родственник, с которым легче расставаться, я уже говорила об этом. Наши воспитатели, давно заметили, что с одним из родителей ребенок расстается легко и заходит спокойно. С другим родителем он очень долго расстается и плачет, и потом долго-долго не может успокоиться. Обязательно скажите, что вы придете, и обозначьте когда. Например, после прогулки, или после обеда, или после того, как он поест и поспит. Малышу легче знать, что мама придет после какого-то события, нежели ждать это каждую минуту. Не задерживайтесь и выполняйте свои обещания. Не стоит это обманывать малыша. Придумайте ритуал для прощания. Например, поцеловать, помахать ручкой. После этого сразу уходите уверенно, не оборачиваясь. Чем дольше вы топчетесь в нерешительности, тем сильнее переживает ваш малыш. Можно договориться с ним о том, как вы будете прощаться, придумать такой ритуал. Например, перед уходом спокойно помахать малышу рукой.
Для эмоциональной связи можете оставить ребенку какой-нибудь предмет. Ну, чаще всего это игрушка, мы это видим на практике. Можно придумать какую-нибудь очень важную миссию. Например, малыш должен обязательно поздороваться с родителями. Тогда он идет с этой миссией уверенно в садик. Или сообщить малышу о том, что как в садике скучает по нему какая-то игрушка. Забрав ребенка домой, поиграйте с ним в детский сад. Усадите ребенка и вокруг него мишек, кукол, и дайте ребенку исполнить роль воспитателя. Это очень важно, потому что вы, как взрослый, вы можете понять, с какими трудностями столкнулся ребенок в детском саду, и какая ему при этом нужна будет помощь. А малышу это поможет снять напряжение и вылить накопившиеся за день эмоции. Как бы ни был труден период адаптации, постарайтесь не делать перерывов в посещении детского сада. Исключением может быть только болезнь ребенка. Чаще хвалите. Рассказывайте родственникам в присутствии о его достижениях, как он хорошо теперь ходит в детский сад, о том, какой он теперь взрослый, ответственный. Открыто выражайте радость по поводу его самостоятельности. Но ни в коем случае не стоит критиковать воспитателя, не обсуждать негативные какие-то моменты, которые вы обнаружили в детском учреждении. Стоит также помнить, что ребенок не обязан полюбить посещение детского сада. Грусть при расставании – это абсолютно естественно. Но адаптировавшийся ребенок уже понимает необходимость посещения детского сада, и все нормализуется, нервы уходят, все нормализуется. В некоторых случаях период адаптации сильно затягивается. Ребенок при прошествии нескольких месяцев так и не может привыкнуть к новой обстановке, и это является поводом обратиться к профессионалу, например, к психологу, может быть, проконсультироваться с неврологом. Специалисты помогут разобраться в индивидуальных причинах таких реакций и могут выработать стратегию адаптации. Иногда мама рассуждает так: мы выросли без неврологов, и наши дети вырастут. Да, раньше таких специалистов действительно было очень мало, только в крупных лечебных учреждениях. Теперь эта услуга доступна всем. Многие мамы опасаются похода к неврологу, воспринимают этот визит как экзамен, на котором будет оценен уровень развития ребенка. В какой-то степени это правильно. Дело в том, что поход к детскому неврологу – это всегда оценка того, как родители общаются с ребенком. Бывает, мама боится услышать, что ребенок имеет какие-то проблемы в развитии, а доктор говорит, что не ребенок отстает, а просто родители мало с ним занимаются. А бывает, что мамочки просто боятся услышать какой-нибудь диагноз. Однако нервная система ребенка очень пластична, поэтому вовремя проведенное лечение всегда дает результат. Какие тревожные звоночки или симптомы должны вас, как родителей, насторожить и подтолкнуть вас на визит к неврологу? Это нарушение поведения, это беспокойство, возбудимость, замкнутость. Со всеми этими проблемами надо обратиться к детскому неврологу. Очень важный совет от невролога: ограничивайте нагрузку на нервную систему ребенка. Во время адаптации в детском саду постарайтесь ограничить нагрузку на нервную систему ребенка. Каким образом? Хорошо бы поменьше смотреть телевизор, не появляться в шумных местах, пораньше ложиться спать. Проведите больше времени с малышом, который начинает ходить в садик, в спокойных играх, за чтением, за спокойной игрой. Ни в коем случае не пугайте ребенка детским садом. Будешь плохо себя вести, пойдешь в детский сад. Никто не захочет по доброй воле идти в то место, которое воспринимается как угрожающее. Но и создать иллюзию сказочной, невероятно интересной жизни в детском саду тоже не стоит. Отношения должны быть спокойным и рабочим. Начало детсадовской жизни – это всегда стресс. И не только для детей, но и для родителей. И им предстоит пережить адаптацию ребенка к новым обстоятельствам. Задача взрослых – поддерживать ребенка в то время, в это время не перегружать его, действовать твердо и последовательно. А главное – передать ребенку свою уверенность в том, что очень скоро все наладится. Спасибо большое, Татьяна Григорьевна. Уважаемые мамы, папы, бабушки, дедушки, я надеюсь, что столь полезные, ценные советы Татьяны Григорьевны вас успокоили и настроили на нужный, спокойный рабочий лад. Уважаемые слушатели, по любому интересующему вас вопросу наши специалисты проведут для вас бесплатную консультацию. Записаться на консультацию можно по телефонам или по электронной почте, которые вы видите на экране. А наша встреча подошла к концу.
Нам очень хочется надеяться, что мы помогли вам найти ответ на вопросы о том, как помочь ребенку в детском саду при расставании, на что обратить внимание в первые дни пребывания ребенка в детском саду и в том числе после летних каникул. А мы желаем вам и вашим семьям здоровья. Берегите себя и до новых встреч! До свидания.